Хажалиев Абукасым Айзрусович, председатель Чечено-Ингушского культурного центра «Даймок». В переводе означает «отчизна», «земля отцов». Наша семья, другие семьи, чеченцы и ингуши, в одночасье 23 февраля в течение 20 минут собрали на грузовики сперва женщин, детей, стариков, а потом мужчин, которые еще не успели уйти на фронт, но были подготовлены уйти на фронт. Их очень было мало. Их чуть позже потом отдельным этапом повезли. В основном в составе были, товарный состав был старики, женщины и дети. Мужчины, которые могут носить оружие, практически среди них не было. Так что говорить отдельно о какой-то семье даже будет некорректно, потому что весь народ войнавский, это имеется в виду ингуши и чеченцы, были одновременно отправлены. И в вагонах там не разбирались, не смотрели, кто ингуш, кто чечен. Для них все мы были врагами народа, врагами Советского Союза. Хотя фактически говорить об измене, даже о том, что мы помогали фашистам, это не стоит вопрос. Потому что на территории Чечен-Ингушетии на тот момент вообще фашисты с самого начала войны не были на этой территории. Мы не могли способствовать помощи этим немцам. Полицейских среди нас не было. Помогать или перебегать линии фронта не было. Такого конкретного столкновения не было. Поэтому это было огульно. И только намного позже выяснилось, что выселили не только чечено-ингушский народ, а и кабардинцы, балкарцы, в свое время из Крыма татар, только лишь одной целью. В тот момент спасали СССР, спасали Советский Союз. А чтобы спасти более сильное, должно было малое пострадать. В чем смысл? Дело в том, что Запад не открывал второй фронт до 1944 года. И каждый раз выявлял разные проблемные вопросы к Советскому Союзу, чтобы открыть второй фронт. И вот одно из них, самое сильное такое было, это открытие государства Израиль. Сперва якобы в Крыму, потом нет, там западники решили, что именно Северный Кавказ – это как бы прародина евреев, и вот там нужно создать это еврейское государство в составе Советского Союза, как бы автономия. Но в последний момент, когда уже Сталин все согласился, стал выселять народы, они сказали, это будет не в составе Советского Союза, а отдельное государство. То есть вражеское какое-то государство будет там стоять. И Сталин тогда дал команду. Дагестан как раз подготовили выселить, но не успели, потому что Сталин дал команду остановить. Обманули нас. И вообще, говорит, нам не нужен второй фронт. Потому что в 1944 году, в феврале месяце, весь Советский Союз был освобожден от фашистов. Но мы оказались в Казахстане. Нас уже отправили. Не нас, конечно, наших родителей, наших дедушек, бабушек. Вот. А отец был на фронте. Его прямо с фронта отправили в Казахстан. Все ордена, медали, все отобрали. И вот так вот мы оказались в Казахстане здесь. Одна треть умерла в дороге. Одна треть. Одна треть умерла с 44-46 года от голода. Потому что местного населения кушать ничего не было. Считайте, 2/3 из-за этого переселения погибло и нету их. Те дети, которые сироты, многие родственники, двоюродные, троюродные, там дяди, они могли забирать. Старались, наоборот, ни в какие семьи своих не отдавать, даже в детдом не отдавали. Но где-то в отдаленных местах, в глухих районах, куда те попали, многие казахи это делали. Забирали этих детей, умерли родители, маленький ребенок забирали к себе, и у них он вырастал. Девочка, мальчик. И он даже не знал, что он какой нации. Думали, что казах, казахская национальность. Надо отдать казахскому народу тоже. Они очень сильно помогли не только чеченцам и ингушам, но и другим народам. Здесь 140 национальностей на сегодняшний день живет в Казахстане. И благодаря мудрой политике президента
Это очень важно, что единственное место, вот все считали, что взрыв будет в Казахстане, что вот здесь межнациональная рознь начнется капитально. А вот посмотрите, у нас ни разу на национальной почве не было конфликта. И не может быть, потому что с самого начала президент очень мудро повел. Не казахскую национальную политику, а именно интернациональную. Понимаете, вот когда был студентом, у нас землячество было. Ну, молодежь, студенты собирались, там кучковались в разных местах, там, естественно, о Кавказе говорили, об исторической родине говорили. А потом, уже ближе к перестроечные времена, думают, а почему не создать бы неправительственную такую организацию общественную, где будут соблюдаться интересы нашего народа. И вот очень такой был деятельный, он заслуженный деятель искусств Казахстана Харон Сейфулович Дадаев. Очень такой продвинутый, очень грамотный, очень такой горит желанием помочь своему народу человек. Вот. Мы его помощники как бы были и решили создать. Естественно, никто нас не слушал, такого не было вообще, в мыслях даже в советское время. Но ему помогли такие люди, как Алжас Амарович Сулейменов. Вот. Он лично вместе с Хароном в Москву поехали. В Москве они добились того, чтобы разрешили. Ничего тут такого противосоветского нету. И вот в 89-м мы открылись. Как только мы открылись греки, армяне, корейцы, турки и русские. Вот 6 центров мы от тот момент открылись. Но мы первые. Вообще на территории Советского Союза. Самые первые. Благодаря вот этим 6 центрам в 1995 году образовалась ассамблея. Это была личная инициатива президента Нурсултана Абишевича Назарбаева. Вот он сегодня, это его детище, это его любимое, можно сказать, детище. И на сессии, когда мы бываем, он тогда, когда говорит, я единственный, говорит, на таком большом форуме, я единственный чувствую себя свободным, да, отдыхающим только среди вас. Вы, говорит, самые близкие мне люди. Он с такой любовью к этой ассамблее относится. И сегодня он особый статус получил, как государственный. 9 представителей от ассамблеи, депутаты парламента. Это тоже очень многое означает. Впервые чеченец стал депутатом Мурат Ахмедович Сайдрахманович. Где-то около 50-60 тысяч человек в Казахстане. Когда в 1956 году Хрущев дал как бы разрешение уехать на историческую родину, восстановили Чуан-Ингушскую автономную республику, тогда все ринулись уезжать. Но некоторые, кто хорошо зацепился, хорошо работал, там у него удачно, на семейном совете, и он оставался здесь, помогая тем, кто уезжает. Вот. И так получилось, что остались некоторые, здесь задержались и по сей день живут. Почему в Казахстан? Потому что здесь, как-никак, для них она ближе, роднее. Да что там говорить, тут очень много наших людей похоронено. У меня 2 брата здесь похоронено, прабабушка здесь похоронена. И не только у меня, у всех здесь родственники похоронены. У кого отец, у кого мать. И они сюда приехали. Но надо было с ними работать, надо было как-то их устраивать. Особенно большие проблемы с миграционными службами были. Там тоже недобросовестные люди находились. Чтобы копейку из беженцев содрать, они на всякие грязные дела шли. Приходилось вмешиваться, приходилось вплоть до Министерства внутренних дел. Тогда Сулейменов Кайрбек был такой очень порядочный человек. Вот. С ним встречались часто, решали эти вопросы на местах и старались, чем можем, помочь. Не о культурной части центра уже тогда шла, а просто помочь своим людям, которые бежали из войны. Первая война закончилась, многие стали возвращаться. Потом вторая, еще страшнее пошла война, и снова стали разъезжаться. Многие стали уезжать в Европу, вот, а многие обратно в Казахстан. Многие до сих пор здесь живут, до сих пор здесь находятся.
Живут они временно, регистрацию делают, не уезжают. С одной стороны думают, а вдруг снова война, уже научились бояться. С другой стороны, где-то они зацепились за какую-то работу. На Кавказе как-никак сложнее там с работой. Там только-только все восстанавливается. И дополнительные рты республики, рабочих мест нету. Любой официальный приезд президента в Алма-Ату – это обязательно со встречей этнокультурными центрами. И надо отдать такой человек, как глава государства, он спокойно мог подойти к какой-то культурному центру, с каждым поговорить, спросить. Особенно к нам он подходил и говорил, ну как, обижают, не обижают, чем помочь, что нужно, ничего, у вас скоро наступит мир. Вот благодаря его заботе, благодаря его помощи в тот момент, сегодня в Грозном есть улица имени Назарбаева, школа есть там, лицей номер 1 имени Назарбаева. Есть дом, который построили за счет казахстанских денег, и дом называется Дом Назарбаева. То есть чеченцы, ингуши, они помнят добро, которое им сделали. Они и зло помнят, а середину, да так, этого нету у нас. У нас да или нет. Если он как только стал главой, в тот момент он был президентом Чеченской Республики, первую свою зарубежную поездку он в Казахстан приехал. Был в Алмате, мы его встречали. В то время акимом был Тасмагамбетов Имангали Нургалиевич. И он очень тепло встретил, очень красиво встретил нашего, чеченского, будем говорить, президента на высшем уровне. Оттуда он поехал на родину своего отца, где он был рожден, это Карагандинская область. Там дня 2 побыл, а оттуда поехал в Астану и был самим президентом встречен, и они там обменялись грамотами, орденами обменялись. Высший орден Чеченской Республики вручили Назарбаеву. Назарбаев высший орден Казахстана вручил Рамзану Кадырову. В республиканской библиотеке Грозном в Чеченской Республике открыта комната Казахстана. И там я лично одну коробку отправил туда, потом пошел в нашу республиканскую библиотеку. Там директор очень порядочный, очень хороший такой человек, Жомарт Сейдуманов, брат депутата Сейдуманова. В свое время он был замакимом Алматы. Высокопорядочный, интеллигентнейший человек, вот этот Сейдуманов Серик Турарович. Это его младший брат оказался. Так вот, я зашел к этому директору и представился, кто я, что я. Я говорю, там открыли уже комнату. Я хотел бы, чтобы здесь открыли комнату Чеченской Республики. Потому что ко мне, говорю, приходят казахи студенты, студентки, и они говорят, что-то почитать про Чечню, почитать по истории чеченцев и ингушей. И они лучше ли будет, если не ко мне они будут приходить, а в библиотеку. И будет обширная там стенд, там может быть комната, может быть, где будет именно Чеченская Республика, Ингушская Республика. Когда эти будут, там, естественно, оттуда литература будет присылаться, они будут брать, читать и больше будет познаваться. Он с большой радостью. Я обоих прям тут же с телефонами директора Чеченской Республики, директора Казахской Республики соединил, и они договорились вот этот вопрос решать. Но первую партию книг, очень дорогих, самых таких экзотических, которые вот про Казахстан говорят, про президента нашего говорят, что зарубежные про Казахстан говорят, все это я отправил в большой коробке упаковки. Они звонили, все, говорят, мы начали делать комнату, надеемся, что на этом не остановится. Сейчас я прикладное искусство готовлю туда отправить, дамбру, там, одежду казахскую. Например, на следующий год я планирую туда организовать турнир имени Турлыханова, Даулета. Это тоже легенда Казахстана, это очень уважаемый человек, человек с мировым именем. В честь его там именно в Грозном пройти, а я уже там телефонно разговаривал, они с удовольствием сказали, только время скажи, все затраты, все мы берем на себя. А этому Турлыхану, как это будет приятно. Окружение ему,
Казахстану, Министерству культуры, спорта, как им будет это приятно. Вот есть главная задача и Рамзана, и, я уверен, нашего президента Елбасы, что сближение двух народов в их же интересах. Так что мы искренне радуемся, когда мы можем друг другу такое общение делать. Это, знаете, больше выдумано, нету такого. Чеченский характер. Единственное, что вот ингуши, чеченцы любят, это свобода. Свобода превыше всего. Они могут покоряться только лишь одному – Богу. Даже против отца ты имеешь право пойти, если он скажет «иди против Бога». В других случаях ты должен подчиняться отцу. Ну а свобода – мыслить свободно, думать свободно – это у нас не отнять. Работа центра – это основное, самое главное. Это добиться здесь, в Казахстане, межнационального согласия. Это первая заповедь как бы наша. И мы над этим сильно работаем. Если вдруг конфликт между турками, чеченцами, между ингушами, там еще со стенами или еще с кем-то, моментально мы туда бросаемся, своих ругаем, чужим говорим, вы потерпите, разберемся. Если наш виноват, накажем. А руководители тех этноцентров, да, они тоже своим говорят. Кто виноват, тот будет наказан. Если сильнейший, тогда правосудие, закон будет разбираться. Но ни в коем случае нельзя допускать из бытового в политическое. Это первое, самое главное. Второе, мы хотим показать свою культуру. Культуру, которая для каждого народа, своя культура близко. Но каждому хочет свою культуру, другие увидели. Песни, танцы. Сегодня именно наши танцы, именно вот вайнавские, да, турки исполняют больше, чем свои танцы. Азербайджанцы исполняют. Ну, про грузин я не буду говорить. И другие вот народы, да, вот, которые здесь в Казахстане, в центре есть, да, они, наши танцы, именно наша музыка. Именно на нашем языке песни поют, и они под эту музыку танцуют. И наш ансамбль тоже есть у нас. И вот там руководитель подошла, говорит, мы вот номер приготовили одного танца, а они этот танец сейчас будут объявлять, будут танцевать. Запрети им, говорит. Я говорю, да слушай, лучше ты поменяй этот номер на другой. Пусть другая нация твой танец исполнит. Это же наше счастье. Значит, мы в культуре победили. Как ты не можешь понять? То есть я радуюсь, например, когда наша перенимается. Ансамбль наш зародился в 1996-97 годах. Ну, они менялись, конечно. Дети вырастали, на их место другие приходили. Тогда это очень было, тем более война на Кавказе, и многие дети здесь находились. Тогда актуален очень был этот ансамбль. Дух как-то населения, народа поднимали. Мы по селам, по республике вот ездили этот ансамбль. Потом совершенно случайно турки, иностранцы увидели и официально с Анкары прислали приглашение этому ансамблю. Мы отправили туда, где они заняли первые места. Там они очень здорово. И вообще, именно нашу делегацию там восторженно принимали. Во-первых, война, они как бы поддерживали нас, это раз. И второе, они где не остановятся, в вокзале, в аэропорту, тут же начинали танцевать. И это публику там заводило. А там, кроме наших, там и русские ансамбли есть, турецкие ансамбли есть, с Казахстана поехавшие. И они включались, и вместе с ними танцуют ту же лезгинку. Сегодня, можно сказать, можно ансамбль вообще распустить, он не нужен, потому что все наши танцы, песни исполняют другие народы. Так что мы их всех заразили этим. Третье. Мы стараемся, чтобы провести те мероприятия, которые присущи Казахстану. Казахские национальные праздники. Мы обязаны там участвовать со своей культурой. Но если мы сделаем их номер еще, им вдвойне радостно бывает. Вот. Есть у нас группа не только национальных языков, ингушского, чеченского, а есть еще группы казахского языка государственного, которую мы стараемся, чтобы многие учили. Многие учат, изучают, стараются изучить язык. Это изучение языка – это уже второе богатство.
Зная казахский язык, можно с турками разговаривать, с азербайджанцами разговаривать, с кумыками можно разговаривать, с карачаевцами, балкарцами можно разговаривать. Это все тюркская группа. Без совета старейшин у нас вообще нет движения. Но наш совет старейшин в семейные дела какой-то семьи не влазит. Это экстренно в каких-то случаях. А так вот семейные дела родственники внутри своего рода сами решают этот вопрос. Но совет старейшин нам нужен, чтобы давать советы грамотные подрастающему поколению. Совет старейшин нам нужен, когда конфликтная ситуация, допустим, чеченец с чеченцем, молодые где-то подрались, ингуш с ингушом или чечен с ингушом. Чтобы вот этот конфликт дальше не пошел, включается совет старейшин, эти старики во главе с Алсабеком Мухаммед Хусейн Хаджи, он у нас председатель, вот, и они начинают вот эту тяжбу разбирать, виновных в жесткой форме наказывают, и тот, кто невиновен, оправдывает его, потом заставляет их примириться. Наше решение Совета старейшин раньше назывался Меххел, это совет страны. Это не обязательно палками бить, не обязательно в тюрьму сажать или домашний арест. Нет, порицание. Что такое порицание? Если, например, я сделаю проступок, который неправильно будет, и я не понимаю, не справляюсь, да, меня официально говорят, из города Алматы ты должен уезжать. Ты можешь оставаться, но ты не наш. У тебя сын никогда не сможет жениться на какой-то чеченке или ингушке. Твоя дочь никогда не выйдет замуж ни за чеченца, за ингуша. То есть ты отброс. Это очень страшное наказание. Быть отбросом в своем обществе. Поэтому в любой войнах, выходя из дома с именем Аллаха, он просит, чтобы он чистым вернулся назад. Опять в дом, чтобы не опозорить свой род, не опозорить свой дом. Это и есть слово такое «честь». Оно не переводится, слово у нас «ях» говорят. А этот «ях» ни на какой язык, он и достоинство, и честь, и гордость, там очень много понятий в этом слове.